Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Познакомившись в прошлой передаче с Малой Ханской мечетью, сегодня мы вновь возвратимся к ее стенам. На очереди у нас памятник, который неразрывно связан с Малой мечетью и в то же время обладает своей собственной историей. Этот памятник называется «Золотой фонтан». Золотой фонтан пристроен к стене Малой Ханской мечети. Он скромно стоит в дальнем углу фонтанного дворика, затерявшись среди леса красных колонн и наполняя пространство приятным плеском льющихся струй. Если подойти к золотому фонтану поближе и внимательно рассмотреть его, наше внимание будет надолго увлечено тонкими деталями, что высечены на белом турецком мраморе и покрыты позолотой. Вода льется из середины пышного мраморного цветка. Бронзовая львиная головка появилась здесь позже, уже в российский период, зато прочие части фонтана остались без изменений. Мы видим здесь высокие кусты роз в вазонах, блюда с грушами, персиками и инжиром. Затейливое сплетение цветов перекликается с лиственным орнаментом, что окружает фигуру в виде веера из 13 лепестков. Эта фигура в основе своей – ничто иное, как павлиний хвост. На султанских фонтанах Стамбула тот же мотив изображен в более реалистичном варианте. Еще с древнеримских времен павлинов, считавшихся символом вечной жизни, изображали на предметах, связанных с водой – чашах, кранах, фонтанах. Эту традицию унаследовали и Византия, и Османская империя. Отголосок ее мы видим и в Крыму, хотя этот узор уже мало напоминает птицу. Но на золотом фонтане скульпторы, конечно, не позволили себе подобных вольностей, ведь этот фонтан имел культовое предназначение. Как считается, он был выстроен для совершения абдестов, то есть ритуальных омовений перед молитвами в Малой Ханской мечети. Фонтаны для ритуальных омовений были устроены при многих мечетях в Крыму. И, конечно же, мечети Ханского дворца тоже не были исключением из этого правила. И если при Малой Ханской мечети эту роль выполнял золотой фонтан, то при Большой мечети сооружение для абдеста выглядело несколько иначе. Фонтаны такого типа назывались шадырван и представляли собой крытый бассейн. Бассейн был накрыт крышей, чтобы в воду для омовения случайно не попало ничего скверного. Наполнявшая шадырван вода лилась струйками по сторонам, позволяя одновременно совершать абдест сразу нескольким людям. Пышные цветы, густые листья, виноградные лозы, изобилие фруктов.
Все эти декоративные мотивы были призваны символизировать райский сад. О вечном блаженстве в райском саду говорит и Коран в суре Аль-Инсан, цитата из которой высечена на фонтане: «И напоил их Господь их напитком чистым», то есть тех, кто удостоился рая. Выше можно прочесть еще одну надпись: «Каплан Герай хан, сын Эль-Хадж Селима Герай хана, да помилует Аллах его и его родителей». Тут же в кругу помещена и дата – 1146, то есть 1733 год. Этот фонтан с высеченным на нем ханским именем – наглядный пример традиции, согласно которой повелители Крыма стремились оставить по себе память потомкам, возведя в Бахчисарайском дворце какую-либо постройку и украсив ее своим именем. Судьба Каплана Герая вполне достойна того, чтобы мы помнили о ней. Этому хану довелось занимать крымский престол трижды, хотя и ненадолго – на год, на 2 года и на 6 лет в разное время. Каждое из его правлений обрывалось указом османского падишаха о его смещении с престола. Хан подчинялся воле турецкого правителя, но затем оказывалось, что Стамбулу трудно управляться в крымских делах без его острого ума и умения договариваться, и Каплан Герай с почетом возвращался в ханский дворец. В третье свое возвращение в Бахчисарай Каплан Герай и соорудил этот прекрасный фонтан, желая, очевидно, тем самым оставить во дворце память о своем правлении. Но сложилось так, что годы пребывания Каплана Герая на престоле ознаменовались не только возведением этой дворцовой постройки, но и другими весьма печальными событиями. Османские султаны охотно пользовались военной помощью Каплана Герая в своей войне против Персии. Но когда весной 1736 года встревоженный хан сообщил Стамбул, что с севера к крымским границам подступает большое российское войско, султанские визири не нашли возможности направить ему армию на помощь, и Каплану Гераю пришлось встретиться с противником 1 на 1. Без османских пушек крымское конное войско не могло успешно противостоять российской армии, уже реформированной по европейскому образцу. Царский фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних со своей почти 60-тысячной армией в мае 1736 года ворвался в Крым и направился к Бахчисараю. Перед натиском превосходящей силы Каплану Гераю приходилось отступать от Перекопа все дальше и дальше на юг. И, наконец, настал день, когда ему пришлось оставить на волю противника и саму столицу. Жители спешно эвакуировались из города, и в конце июня солдаты Миниха заняли Бахчисарай. Как писал фельдмаршал, в то время наши люди в таком были сердце, что никак невозможно было их удержать, чтоб в Бахчисарае и в ханских палатах огня не подложили, отчего четверть города и ханские палаты, кроме кладбища и бань, сгорели. Перед тем, как зажечь дворец, Миних приказал своему офицеру Манштейну пройтись по ханской резиденции и описать ее. Тот быстро обошел хан-сарай и составил подробное, хотя и запутанное его описание, в котором не раз отмечает красоту дворцовых построек. Наконец, эпидемия холеры вынудила неприятеля отступить из Крыма, и Каплан Герай смог вернуться в свою опустошенную столицу. Посреди обгорелых руин струил свои слезы построенный им за 3 года до этого фонтан. Всю вину за произошедшую катастрофу османский падишах возложил на Каплана Герая, которого в очередной раз сместил с престола и отправил в ссылку в Турцию, где тот и умер через 2 года.
За эти годы царским войскам удалось еще несколько раз вторгнуться в Крым, пока, наконец, Менгли II Герай вместе с подоспевшими таки на помощь турками не преградили их наступление на Перекопе. Этот успех стоил Менгли II Гераю жизни. С фронта он вернулся больной и в декабре 1739 года умер в ханском дворце. Его могила с мраморным памятником и ротондой вокруг нее сохранились на ханском кладбище. Его братья-преемники взялись за восстановление опустошенного дворца. В прежних передачах мы уже несколько раз обращали внимание на надписи с именем Селямета II Герая, на долю которого выпала основная часть восстановительных работ. И если этот хан, как и ряд других правителей Крыма до и после него, мечтал увековечить в истории свое правление, то это ему, безусловно, удалось. Мы вспоминаем Селямета Герая буквально на каждом шагу по возрожденному им дворцу. Такова память о трагических событиях начала XVIII века, связанная с именами трех братьев-ханов, сыновей Хаджи Селима Герая – Каплана, Менгли II и Селямета II. Первому из них довелось пережить разрушение дворца врагом, второму – остановить противника, а третьему – возродить дворец из руин. Имя каждого из них можно прочесть на том или ином памятнике хан-сарая. Таких памятников во дворце осталось немного, и каждый из них заслуживает особого внимания. Золотой фонтан – это одно из наиболее совершенных по своему художественному стилю сооружений ханского дворца. Каплану Гераю действительно удалось создать удачный памятник своей непростой эпохи, в которой расцвет культуры сочетался с военными опустошениями, а древнее величие рода Гераев соперничало со всевластием османских визирей. Проходят столетия, сменяют один другого обладатели хан-сарая и Крыма, а золотой фонтан все льет свои воды, молчаливо повествуя о давно минувших событиях.